12 уроков от человека, который научился просыпаться в 4:30 утра. Лайфхакер, 7 сентября, 7:30. Мотивирующая история для тех, кто хочет научиться рано вставать, но все никак не получается. Предлагаем вам послушать историю Филиппа Кастро-Матоса, который приучил себя просыпаться в 4:30 утра за 21 день. 2 апреля я бросил себе новый вызов. Задача была проста. 21 рабочий день я должен был просыпаться в 4:30 утра. Я уже привык просыпаться рано, в 6 часов утра почти каждый день. На этот раз я хотел зайти еще дальше. Я хотел проверить себя и узнать свой предел. И в то же время я хотел поделиться своими достижениями с другими людьми, чтобы они смогли последовать моему примеру. Также я хотел опровергнуть некоторое ложное представление, которым общество слепо следует. Я решил соблюдать такой режим только в рабочие дни, потому что выходные и праздники – это отдельный разговор. Конечно, кое-какие дела я не успеваю сделать в будни, поэтому приходится переносить их на субботу-воскресенье, но в основном выходные – это время для веселья и ночных гулянок. Да, конечно, я мог бы соблюдать такой режим и каждый день, но в таком случае я бы нарушил свой жизненный баланс, так как я планировал продолжать просыпаться так же рано, и по прошествии 21 дня это превратилось бы в настоящую пытку, а не в преимущество. Почему именно 21 день? Я опирался на старую как мир идею доктора Максвелла Мольца, который утверждает, что для того, чтобы сформировать новые привычки, вам необходим ровно 21 день. Я не знаю, работает ли это на самом деле, но мне просто нужно было поставить цель. У меня есть одно правило, которого я стараюсь придерживаться. Всегда ставь себе конкретную цель, потому что только таким образом ты сможешь понять, удалось или не удалось тебе добиться того, чего ты хотел. Какой была окончательная цель всего этого? Увеличение продуктивности. И я хотел взять от каждого дня по максимуму. Я всегда думаю о том, как усовершенствовать свою работу, как улучшить свою жизнь, и мне нравится обдумывать все детали и принимать меры, которые помогут мне достичь желаемого. Я всегда знал, что я жаворонок, и моей целью было вставать еще раньше и проследить, увеличит ли это мою производительность. И так, что я выяснил за это время? Много всего. Первое. Если вы хотите что-то изменить в жизни, вам нужна поддержка. Это поможет вам не сойти с намеченного пути, когда у вас появится, а оно непременно появится, желание все бросить. Я решил поделиться своими наблюдениями с друзьями и знакомыми в Facebook. Я знал, что мне необходимо было рассказать об этом кому-нибудь, ведь это дополнительный стимул двигаться к намеченной цели. Когда о вашей новой привычке узнают люди, они заинтересуются, будут задавать вопросы. Самое полезное, вы будете бояться показать свою слабость, и уже одного этого достаточно, чтобы не бросить начатое. Тем более мне хотелось зажечь кого-нибудь еще своей идеей. Конечно, я понимал, если у меня не получится, то это не будет трагедией, но мысль о том, что моему примеру могут последовать другие люди, помогала мне двигаться дальше. Второе. Люди внимательны к подробностям. Некоторые люди считают такие ранние пробуждения не совсем нормальными, так что мне пришлось очень активно отстаивать свою позицию в комментариях. Люди беспокоились за меня, задавали много вопросов, и при этом они считали, что сами никогда не смогут приучить себя вставать так же рано. Я вел долгие и осмысленные беседы с людьми, которые читали мои посты, и я благодарен всем, кто откликнулся, и эти люди заставили меня о многом задуматься, и эта статья, которую вы сейчас читаете, во многом появилась благодаря этим разговорам. Третье. Люди не хотят просыпаться раньше, потому что думают, что из-за этого они будут меньше спать. В самом начале многие на самом деле очень беспокоились за меня. Большинство задаваемых вопросов сводилось к одному: когда я сплю. Конечно, я все заранее распланировал. Я очень хорошо знал, сколько времени требуется моему организму, чтобы выспаться. Так как я изменил время своего пробуждения, необходимо было также изменить время, в которое я бы ложился спать. Для меня это оказалось просто. Чтобы выспаться, мне необходимо 6-7 часов, и я не собирался спать меньше. Так что если время 9:30 или 10:00 вечера, то я знаю, что мне пора ложиться спать. К моему удивлению, большинство людей, которые спрашивали меня, когда я сплю, на деле спали намного меньше, чем я. Я стал высыпаться намного лучше, чем раньше. Четвертое. Устраните препятствия, которые встретятся вам на пути. Люди очень любят говорить, сделать то-то или то-то невозможно. Да, конечно, есть определенные обстоятельства, которые могут стать препятствием, но я считаю, что многие люди просто-напросто ленивы и не хотят прикладывать лишних усилий, чтобы улучшить свою жизнь. Они просто плывут по течению, особо не задумываясь о своих реальных возможностях.
Да, может быть. Мне легко говорить, потому что у меня были подходящие условия. Я не женат, у меня нет детей, моя жизнь принадлежит только мне. Но, с другой стороны, многое зависело от моего желания и мотивации. Если бы я жил с родителями, сделать это было гораздо сложнее, потому что мне пришлось бы считаться со своей семьей, с их привычками и ритмом жизни. И так я начал этот путь, заранее убедившись, что мне ничего не помешает. Подумайте обо всем, что мешает вам достичь желаемой цели. Это относится не только к желанию раньше просыпаться, но и к желанию бросить курить, начать ходить в спортзал или, скажем, есть больше фруктов и овощей. Как избавиться от всех препятствий, которые мешают вам достичь цели? Я знал, что мне понадобится следующее: полная независимость, возможность засыпать тогда, когда я захочу, возможность не просыпаться среди ночи в холодном поту, осознавая то, что у меня куча незавершенных дел, возможность работать в любом месте и в любое время. К счастью, у меня все это было. Обычно я работаю в стартапах, а это означает, что у меня свободный и гибкий график, и именно поэтому я могу начать работать в 4:30 утра. Такой график позволяет мне вернуться домой раньше. Кроме того, никто не зависит от меня, и я не завишу ни от кого. И несмотря на то, что в одном доме со мной живут 7 других людей, у меня легко получалось засыпать так рано. 5. Ваше физическое состояние очень поможет вам. Если говорить о сне, то мне очень повезло, я засыпаю очень быстро, в среднем мне требуется 5 минут, хорошо сплю, ночью просыпаюсь редко, никаких проблем нет, и с пробуждением встаю я сразу по сигналу будильника. Конечно, это следствие моего образа жизни. Я хорошо питаюсь, каждый день занимаюсь спортом, в моей жизни нет постоянных и глобальных забот, и я считаю, что большинство людей тоже могут раньше просыпаться, если решатся изменить свой образ жизни. Все перемены начинаются с мелочей, но через несколько недель или месяцев вы осознаете выгоду от всех этих маленьких изменений. 6. Забудьте фразу «еще 10 минуточек». Многие из нас грешат этим. Встают не сразу по сигналу будильника, а переставляют его еще на 10 минут попозже. К счастью, я редко так делал. Я сейчас окончательно убедился в бесполезности этого занятия. Если вы хотите проснуться в определенное время, то, пожалуйста, забудьте про это вечное еще 10 минуточек. Это серьезно повлияет на ваш день. Вы совершенно не выспитесь за эти 10 минут. К тому же будете чувствовать себя более уставшим, а это самым негативным образом скажется на ваших делах. 7. Я очень люблю спать, но моему телу нужно всего 6-7 часов, чтобы выспаться. После 6-7 часов сна я уже не могу спать, я просто ворочаюсь в постели. Лучше встать и заняться чем-нибудь интересным и полезным. На том свете отосплюсь. 8. Остается больше времени на работу. После того, как я начал просыпаться в 4:30 утра, у меня появились лишние 2 часа, которые я мог посвятить работе. Каким образом? Как я уже говорил выше, я жаворонок, и после 6 часов вечера не могу сделать ничего особо полезного. Моя продуктивность падает уже во второй половине дня. Так что все эти 2 вечерних часа, которые я бесполезно просиживал в интернете, я перенес на утро и посвятил работе. Теперь я мог заканчивать работу раньше и отдыхать именно тогда, когда мне это было необходимо. 9. У меня появилось время, чтобы разобрать почту. Как правило, за эти 2 часа я успеваю ответить на все электронные письма и распланировать свой день. Увидеть цифру 0 напротив папки «Входящие» в 6:30 утра – это замечательно. Больше всего радует то, что мало кто может мне ответить на сообщение в столь ранний час. Особенно это касается Facebook. Это самый злостный враг нашего времени. Сообщение за сообщением. Мы можем зависнуть в переписке на весь день. И если хорошенько подумать, то можно заметить, что большинству людей совершенно не нужны немедленные ответы на их вопросы, и ничего плохого не случится, если вы ответите на письма завтра. 10. Появилось больше времени на тренировки. Я ходил в спортзалы до того, как решил рано вставать. Но так как я начал просыпаться в 4:30 утра, я решил добавить еще одну тренировку в неделю. До этого мне хватало занятий 3 раза в неделю, но теперь этого недостаточно, мне необходимо 4-5 тренировок. В этом мне помогают раннее пробуждение. Я не прихожу на тренировку уставшим, как это обычно бывало раньше. Плюс ко всему в зал я иду с чувством выполненного долга. Я уже успел поработать 2 часа. 11. Новый взгляд на мир. Мои раннее пробуждение позволили мне заметить те детали в окружающем мире, на которые раньше я практически не обращал внимания. Отправиться на пробежку или прогулку, пока солнце еще не взошло. Все это было невозможно раньше, когда я жил по стандартному графику. 12. И, конечно же, нужна сила воли, чтобы перестроить свой режим дня. Если у вас нет силы воли, то более чем вероятно, что вы сдадитесь. Тренируйте свою силу воли, учитесь добиваться желаемого. В конце концов, если вы действительно захотите, то никто не в силах будет остановить вас.